Сначала я камеру сделаю. Все, да? День добрый, уважаемые коллеги. Сегодня мы проводим второе заседание по РМО по биологии. Вашему вниманию сегодня будет представлен вопрос организации мобильной электронной школы, о ее возможностях и перспективах. Любезно согласился рассказать по этому вопросу Скротский Болеслав Владимирович, это учитель биологии и химии при гимназии искусств при главе Республики Коми. Спасибо. Значит, прежде всего могу сказать, что сегодня вся гимназия искусств, все учащиеся 7-11 классов присоединились к этой мобильной электронной школе. Хочу сказать, что прежде всего хочу сказать, что эта школа, она работает в рамках МЭШ, да, мобильная электронная школа в рамках МЭО, мобильное электронное образование. Почему именно МЭШ? Дело в том, что хочу по-простому объяснить. Дело в том, что каждый учитель, подготавливаясь к открытому уроку, практически перешерстит огромное количество информации, большое количество информационных источников, и иногда 3-4 дня собирает эту нужную информацию. Здесь получается, что мы можем полностью облегчить себе труд тем, что на этой платформе уже даются готовые уроки. Но не готовые в том, что учитель просто включил и забыл про это дело, а именно готовые потому, что дается достаточно избыточное количество разной информации, которую учитель может подбирать, и накануне урока это займет у него практически небольшое количество времени. Сразу хочу сказать, что эта услуга платная. Каждый ребенок заплатил 700 рублей за целый год пользования вот этой платформой. Почему именно эта платформа? Мы знаем, все учителя биологии, что есть большое количество информационных источников. Это и видео, это разные платформы, но тем не менее мы все знаем, что не все они соответствуют в ГОС. А многие из вас учились на курсах, и мы говорили, что в ГОС имеет свою структуру, свой порядок, определенные инновационные разделы, которые необходимо учесть. Помните, мы говорили о вводе к уроку, о ключевой вопрос урока, о структуре в ГОСовского урока. Все здесь соблюдено. Почему соблюдено? Потому что разработчики, всем известный господин Кондаков, который разработал эту платформу специально для по ВГОС, специально для образовательных учреждений. То есть эти уроки чисто по ВГОС, потому что многие до сих пор не понимают, что такое уроки по федеральным стандартам. Второе, почему вообще возникла эта платформа? Дело в том, что у нас в современной школе существует проблема, когда ученик не может посетить занятия. Слава богу, в этом году у нас мало очень актированных дней, точнее их нету. У нас, нет карантина в этом году такого массового, как в прошлые года. Но, тем не менее, дети болеют, учитель болеет. Но знания нужно обязательно выдать. Да? Дидактические единицы должны быть выданы. Как с этим можно было бы воспользоваться вот этой электронной школой? Дело в том, что ученик вполне самостоятельно может пройти курс школы. Вообще изначально вот эта вот мобильная электронная школа была придумана для тех родителей и учеников, которые не могут или не хотят по тем или иным причинам посещать общеобразовательную школу. То есть, в принципе, используя вот эту платформу, ребенок может с родителем сам полностью освоить программу. Это люди, которые не хотят учиться в общеобразовательной школе. Но, тем не менее, или их не устраивает преподавание по какому-то предмету. Поэтому это хорошее подспорье для любого родителя, потому что не все родители компетентны в тех или иных областях и, соответственно, иногда не могут помочь своему ребенку. А здесь ребенок достаточно самостоятельно способен усваивать достаточно большие конструктивы. Кроме того, новации последнего, это здесь есть блок подготовка к олимпиадам, есть подготовка к ОГЭ, есть подготовка к ЕГЭ. Не нужно покупать дорогие справочники, которые в режиме реального времени можно использовать подготовку к ОГЭ, ЕГЭ
и здесь есть специальный репетитор. То есть одно занятие по репетиторству может стоить 400-500 рублей, а здесь на целый год по всем предметам, от математики до иностранного языка, биологии, химии, физики, истории и так далее, ребенок получает вот эти готовые уроки по всем предметам, по всем урокам всего учебного года. Хочу сказать, что учителя, дети которых подключаются, получают доступ к этим же предметам по своей линии совершенно бесплатно. И действительно такая вот находка, как говорится, Новый год, новые какие-то инновации. Я думаю, что вот на сегодняшний момент можно использовать учителю в качестве такого дополнительного ресурса вот эту мобильную школу. Тем более это не так дорого относительно, и ресурсы позволяют действительно поднять уровень образования, уровень педагогического мастерства, наверное, совершенно на новый уровень. Вы можете, когда ребенок заболеет, дать ему доступ, он может работать, и сам учитель может использовать вот эту платформу в качестве хорошего подспорья. Очень важно понимать, что эта платформа, она именно в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами. То есть эту платформу мы можем использовать практически по всему перечню образовательных услуг. Ну, как говорится, лучше, наверное, один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Поэтому я бы хотел вам показать, как войти на эту платформу. Ну и прежде всего, как зайти на нее. Очень просто. Вы набираете в поисковой строке, вот здесь наверху, набираете не вот эти буквы, которые трудно запомнить, а просто набираете «Мобильная электронная школа». И у вас сразу выскакивает вот этот сайт. Видите, синенькие буковки. Вы их видите, да? Напишите в сообщении, видите ли вы вот эту платформу с синими значками. Сейчас должен написать. Сейчас увидим. Видит, наверное, да? Вот в данном случае вот я показываю эту платформу, почему-то не переключается, я не вижу там. Здесь есть очень много разных моментов. В данном случае это органайзер, это электронный журнал. И, соответственно, самое главное для нас это, конечно же, те задания, которые являются библиотекой курсов. Нет, он не видит. Надо переключиться как-то. Он тормозит, да. Сейчас она подойдет. Вот после того, как вы нажали на библиотеку курсов, у вас появляется перечень предметов, которые ребенок осваивает. Я это не могу понять. Не видит. Что? Ну вот вы увидели, да, надеюсь? Видите, да? Все хорошо, отлично. Вот посмотрите, я веду биологию и химию в 8-11 классе. Что есть? Уже вы видите, что есть для каждого класса вот такая книжица. Биология 5 класс. Рядом находятся методические рекомендации для учителей основной школы и по организации обучения предмета. Если спустимся вниз, мы видим, что есть сборник заданий для проектно-исследовательской деятельности, есть сборник заданий подготовки к Олимпиаде. Да? То есть, в принципе, все, что нам требуется. Ну, для примера возьмем биологию, скажем, там, 7 класс. Для того, чтобы войти на нее, мы просто нажимаем на вот эту книжицу, и она у нас раскрывается. Есть оглавление. Немножко подождем. Что-то сегодня немножко. Сейчас подождем. И в данном случае каждое занятие, которое мы видим, оно почему-то оно. Это кто двигает? Так, вот я нажал. Посмотрите, сейчас появятся темы, которые мы с вами осваиваем. Ну и в данном случае, например, занятия. Вот все занятия нашего цикла, и мы нажимаем, скажем, на тему моллюски. Появляется уже начало урока задание к занятию. Это, как правило, творческое задание, или практическая работа, или моделирование, или что-то иное. Сейчас появится, сейчас секунду пройдет, и появится вот это вот задание к занятию. Интернет, видите, должен быть достаточно сильный. Вот, да, видите, я нажимаю на моллюски, и появилось задание к занятию.
Вот, началось. Тормозит. Ну, я буду немножко с задержкой. Это, видите, вот задание к заданию. И я на него нажимаю. В данном случае термины проходят через систему терминов и тормозит. Понятно. Задержка. Ага. Да? Так и должно быть. Хорошо. Вот мы нажали самую вводную часть, и нам дается творческое задание. Да? Обратите внимание на иллюстрацию. Сейчас она у вас появится. И все нормально. Как у меня? Это просто у нас задержка через интернет. Понятно. То есть они видят, как я вижу. Они видят звук, у них картинка, все одновременно. Вот это, что я у меня. Да. Хорошо. Вот посмотрите, достаточно интересное задание, к чему вот эти образы, которые здесь есть. Вы видите, значит, нога, мантия, да, раковина, терка, гроздь. То есть, посмотрите, да, надо набрать, вот понять, почему же эти все картинки появились. Потому что они связаны с темой ракообразной. Понятно, терка – это зубы, это ротовой аппарат, раковина – это раковина моллюска, мантия – мантийная полость, значит, членистоногие, тело и нога, да, членистоногие. Да, то есть, видите, почему кажется на первый взгляд бесчисленный набор изображений, но Сева утверждает, что это не просто коллаж, а шифровка. Расшифровывает. Вот в данном случае есть справа термины, которые он может посмотреть, основные базовые, но мы возвращаемся обратно к самой теме. И вот идем, общая характеристика моллюсков. И начинаем уже смотреть. На этой платформе мы видим справа документы и факты, аквариум, брюхоногий моллюск, физа, да? Экспериментируем, дана лабораторная работа, внешнее строение брюхоногого моллюска. Если мы нажмем, то мы увидим инструктивную карточку, как выполнять ход работы. Все дано, все показано достаточно красиво. Даны изображения, достаточно много качественных, хороших фотографий. Задания с открытым ответом, например, да, рассуждаем типы оплодотворения у моллюсков, сравниваем кровеносные системы кольчатых червей. И идем прямо по ходу, идем, какие среды обитают населенные, заметки можно записать. И дается характеристика, внешнее строение моллюсков. То есть тот учебный материал, который человек может прочитать. Причем, посмотрите, он не очень расширенный, да, он достаточно так кратко изложен для того, чтобы было удобно ребенку. Самое главное почерпнуть. Внутреннее строение. Опять же, все дается, вся информация. То есть ребенку, может быть, даже в этом плане и учебник-то и не нужен. Далее, если посмотреть на задание, то мы можем заполнить работу с табличным материалом, да, анализ, интересные вопросы. Справа всегда мы рассуждаем органы чувств, клуб знатоков, кто такие паразитические моллюски, в фокусе английский язык. Вот, например, набираем и предлагается на стыке предметов, да, на стыке предметов английский язык и биология ребенку в общих чертах попытаться объяснить, о чем говорится здесь. Например, да, there are over 1300 known species of mollusks. И так далее. И он говорит, да, известно более 130 тысяч видов моллюсков, которые make them second only. Ну, короче, дети больше нас знают, да. Говорится про 3 части тела, одна из них foot, нога. То есть в общих чертах он тренируется и показывает свои знания не только по биологии, но и по английскому языку. Идет много информации интересной, да, самые крупные моллюски, самые совершенные моллюски, то есть достаточно интересные моменты. Очень много работы, вот как мы делаем в ФПР, кто делал работы, именно, да, рассказ и класс. Надо соединить, да, о каких моллюсков ребенок соединяет определенным образом. Если он правильно отвечает, да, он проверяет. Вот в данном случае, видите, я ошибся, попробуйте еще раз. У ребенка есть возможность вернуться. Он переделает это задание. В данном случае
очень много работ, которые на заполнение полей. То есть, опять же, ребенку не нужно покупать вот эти вот рабочие тетради, которые стоят очень дорого, и родители очень с трудом идут. А тут как раз можно заполнить, да, тип моллюски, да, или объединять, и начинаем работать. В конце концов проверяем, он показывает, да, он показывает, какие вещи заполнены правильно, какие неправильно, и работа над уроком. В конце урока идет ответ на ключевой вопрос. На самом деле это ответ на тот вопрос, справился ребенок с заданием или нет. Вот в данном случае, да, новые термины можно повторить, какие системы органов. То есть, в принципе, по всем темам вот это дается оболочка, и учитель может просто взять достаточно большое количество ресурсов, да, дидактических единиц, он может выбрать то, что ему понравится, потому что, как правило, это больше, чем материал, который дается по учебнику. 10 класс. Если посмотрим 10 класс, более сложные темы, ну вот размножение, индивидуальное развитие, скажем. Любую тему берем. Ну и, соответственно, да, оплодотворение выбирают. И опять же, мы видим, да, вводка к уроку, вспоминаем. Я уже не стал говорить о вводке к уроку. Кто открыл термин, что такое определение оплодотворения. И вот мы видим задание, да, способ оплодотворения, выбираем ответы, да, и начинаем отвечать. Причем все, что ребенок ответит, да, вот в этой части, записывает ответы, учитель может также дистанционно зайти и посмотреть. Есть иллюстрации, да, хорошие, красочные, которые ребенок может использовать. Опять же, чередование поколений какое, иллюстративный вариант. Если мелко, мы можем нажать, и мы увидим, что достаточно крупно может увидеть. Ну и все виды двойного оплодотворения, иллюстративный материал и, конечно же, его индивидуальная работа. Да, в фокусе молекулярная биология, подводим итоги. То есть партеногенез, что такое партеногенез, часто с определениями, все они выверенные, все они соответствуют программе ФГОС. Вот в целом хотел вот таким образом представить. Эта платформа достаточно успешная. Можно использовать как целиком урок, как некоторые учителя делали, но это не позволяет санпины, вы понимаете, потому что работа очень много с компьютером занимает. Но и также можно выбрать интересные межпредметные вопросы и задания. Можно иллюстративный материал подобрать и этап урока провести по этой части. Там были вопросы, да, я так понимаю? Да, вот был день. Так. Вопросов вроде пока нет. У нас сколько человек? 10. 10 человек, отлично. Видеотрансляция время от времени теряется. Гость. 9 осталось. Во всяком случае, вот эти наши вебинары, они, ведь вы знаете, выкладываются потом в доступе. Если вы, скажем, сегодня не очень смогли поучаствовать, вы можете предложить своим коллегам, чтобы они в любое время, удобное для них вечером, могут посмотреть, да, и качественно поработать вот с этой платформой. Вопросы, пожалуйста. Можно я задам вопрос? Да. Вот вы сказали, что эта программа платная. Платная. То есть вы сюда заходите и потом набираете номер карточки, да? Да, смотрите, когда вы зайдете на платформу «Мобильная электронная школа», вот она выглядит вот так, вот первая страница, вы увидите «Мобильная электронная школа». Видео Мэш можете посмотреть, тоже ознакомительные. Вот есть входы в Мэш, да, но пока до входа в Мэш есть клавиша «Купить». Вы нажимаете клавишу «Купить», и вам предлагаются способы оплаты. Вы можете подключить весь класс, вы можете сами для своего ребенка. Я, например, своему ребенку подключил, значит, по тем предметам, которые он пожелал, купить. Вы выбираете форму оплаты, это может быть действительно с карточки, вы можете через почту, вы покупаете, из этой платформы вам приходит пароль и логин. Вот, вход в Мэш, появляется пароль и логин. Получается. Пароль, да, что-то нет доступа. Пароль и логин. И вы набираете пароль свой и логин, и дальше вы полновесно весь год в течение всего времени занимаетесь. Что еще интересно? Дело в том, что когда вы работаете вот с этой платформой, то
то ученик, когда заходит на платформу, решает задание, если это вопросы, вот как вы помните, мы табличные материалы и так далее, программа без вашего участия сама оценивает количество процент правильных ответов, сама выставляет оценку. И у него есть свой электронный журнал, как у нас у всех электронный журнал, где у него стоят оценки. Учитель может в конце четверти, если ребенку не хватает, малая накопляемость оценок и не хватает оценок, он может иметь право перенести часть этих оценок или за 3 пятерки выставить дополнительную оценку в реальный журнал за его работу как дополнительную в настоящий электронный журнал. И может анализировать, какие дети активно используют, какие дети пользуются мобильной электронной школой. Вот, в принципе, вот такие вот пожелания. Такие вот пожелания. Пока не Можно говоришь. еще один вопрос? Да-да. Если в классе сидит 20 человек, то есть если все они подпили, то есть у каждого должен быть свой личный кабинет? Правильно. Вопрос очень хороший. Мы с этой проблемой столкнулись, конечно. Дело в том, что разработчики предупреждают, что желательно иметь либо персональный вот такой ноутбук, либо иметь интернет на планшете, либо иметь гаджет не менее 10 дюймов, 10,1. То есть в данном случае мы пытались войти с стандартного небольшого телефона, да, смартфона. Не всегда корректно отображается, потому что не все программы бьются. Поэтому желательно, конечно, ребенку обеспечить доступ к либо стационарного компьютера, либо с планшета с диагональю не менее 10 дюймов. То есть один класс уже может одновременно работать в этой программе? Может. Вы можете взять для одного класса. Если, например, у вас любимый класс, и много детей выбрало биологию сдавать, или, например, этот класс действительно у вас какой-то особый, или там медицинские направленности, конечно, вы можете попросить ребят скинуться, и каждый индивидуально может зайти и работать персонифицированно. То есть в этом плане это все возможно. Причем дети очень хорошо отзываются на эти вещи. Почему? Потому что их никто не подгоняет, каждый имеет свой темп. Кто-то медленно, но постепенно каждый. Они могут посмотреть интересные факты, то есть расширить свой кругозор. Для них эта биология будет более, наверное, интересной, более понятной. Вот. И главное, что надо чаще всего смотреть иллюстративный вариант, и чтобы он задание с открытым периодом. Вот, например, мы знаем, да, фазы клеточного цикла, хорошая схемка, да, понятная. И дальше каждую фазу, если он посмотрел, что такое, вот пресинтетический период, повторил, посмотрел, следующий синтетический S-период, опять посмотрел, вся информация. Если что-то уточнить, вот он заходит на удвоение ДНК, получает дополнительную информацию. То есть он как бы раскрывает каждый раз встроенно, в четкой последовательности, он раскрывает вот эти все моменты. После периода деления, интерфаза смотрит, да. Интересно, что такое интерфаза? Определение есть. Период покоя. То есть дальше идет, решает. Ответы похожие на ЕГЭ. Очень важно отметить, что платформа сделана специалистами ФИПИ, то есть теми же людьми, которые разработали варианты ЕГЭ и ОГЭ. Поэтому вопросы подобные. То есть в данном случае это не так, что мы изучаем, вот как-то мы платформу взяли, с девочкой готовились, она взяла платформу, а вопросы на ЕГЭ оказались совершенно другими. И она была растеряна, потому что и постановка вопросов, и формулировка даже самих вопросов была немного другая. И она с трудом понимала, о чем речь. А здесь как раз те люди, которые вот эти вопросы здесь создают, они же сформировали вопросы ЕГЭ, соответственно, они подобные. И, кстати, эти вопросы как раз и находятся в той базе данных по ЕГЭ. То есть в данном случае ответы опять выбираем, да, когда происходит репликация ДНК, да, мы выбираем ответ 3, скажем, да, и проверяем. Молодец, значит, правильно ответил. Дальше идет. А если бы он ответил, скажем, условно 4, то он получает, да попробуй еще раз. И ребенок может, неправильно, он работу над ошибками успевает сделать. Поэтому он может у него есть свобода, то есть он, в данном случае он может потренироваться. И несколько раз, проходя через эту оболочку, он в конце может добиться и знать теперь правильный ответ.
То есть вот и тестовые задания, пожалуйста, да, и задания на работа с рисунком, с интерфазой, все здесь иллюстративно, вопросы, то есть ребенок может спокойно пройти. Вы видите, заданий очень много, они не вместятся в обычный 40-минутный, 45-минутный ответ, да. Выберите нужные слова, опять выбираем биологическое значение, да, там, скажем, митоза определяется в том, передача ряду поколений. Там мы выбираем ответы, да, условно я сейчас уже даже не... и в конце концов проверяем. Когда ребенок все это ответит, у него в журнале, даже он несколько раз проходит, выходит оценка. Но он поработал, Поэтому, видите, очень много. Вот это мы только один урок смотрим. Если мы хотим посмотреть, да, мы внимательно, да, пожалуйста, помните, проблема у нас 1С, 2Н, 4С, все показано, все наглядно. Периоды у нас в ЕГЭ постоянно встречается. Хорошая иллюстрация. То есть в данном случае очень много, видите, митоз. Это все еще мы идем один урок, видите? Мы идем один урок. И вот ключевой вопрос, как вы думаете, какие последствия может быть нарушение образования веретена деления с центромером хромосомы? И уже человек отвечает. Это задание с открытым ответом, и он вбивает свой ответ на ключевой вопрос. И таким образом он, когда ответит, учитель приходит и видит его ответы. И можно работать персонифицированно, можно в группах. Ну, достаточно очень хорошая платформа. Главное, что для учителя, если он один раз в этой платформе, вот мы посмотрели урок, уже в принципе мы можем в следующий урок какой-то другой взять. Тренируемся, да? Тренируемся. То есть в данном случае, пожалуйста, еще там вопросы. Иллюстративные, да, есть, может быть, практическая плоскость, вопрос, да, физика, математика, можно выбрать предмет, да, богиню памяти, физика, цвета спектра, вот с чем связаны все наши части, вот, да, митоза, да, и мы можем творческие задания выполнять. Вот, в принципе, что я хотел сказать, если есть вопросы, пожалуйста, задавайте, потому что рад был бы ответить. Вот, таких платформ практически в России больше нету. Вот, может быть, через года-два эта платформа будет доступна на бесплатной основе. Но мы живем здесь и сейчас, выпускники у нас здесь, сегодня, поэтому можно использовать вот эту платформу. Сегодня надо работать. То есть ребенок, еще раз говорю, получает за одни 700 рублей все предметы. Все уроки. А как долго работает это? Можно один раз заплатил? Один раз заплатил по году, и вы работаете во всех предметах, во всех линейках. 1 год. Целый год. А потом опять, да? Потом, да, потом вновь. Ясно, да. Вот такая вот достаточно интересная платформа. Присоединяйтесь, попробуйте. Я думаю, что эта сумма не какая большая, для того, чтобы хотя бы посмотреть. При подготовке к уроку любому учителю это будет очень полезно. У меня все. Спасибо за внимание. Спасибо вам, Борислав Владимирович. Ну, что-то мы от вас не обратной видим. связи. Да, обратной связи не видим. Вопросов нет у нас. Тогда вопрос ваш. Ну, мы благодарим Борислава Владимировича за интересную информацию. Не знаю, видят меня или нет. Это, наверное, закрыть надо. Мне бы хотелось, так как я являюсь председателем предметной комиссии по Олимпиаде биологии, могу напомнить, что 22 и 23 января, в этом году несколько раньше, чем в прошлом году, состоится республиканский тур Олимпиады. Первый день это будет, конечно, теория. Теорию мы будем писать, как и в прошлом году, и практический тур будем проводить Петрозаводская, 120, то есть это здание Химбила, сейчас он называется Институт естественных наук. Сразу могу сказать, вот по итогам прошлых лет, мне бы хотелось, чтобы вы научили своих школьников, которые, скоро сейчас закончим, которые должны приехать на этот тур, научить работать с микроскопом. И самое главное сказать своим школьникам, чтобы они не стеснялись просить помощи. У нас будут волонтеры, у нас будут преподаватели. Если что-то не получается, мы всегда с вами
ну, всегда поможем. И поэтому, конечно, 2 дня будет Олимпиада. Первая теория, потом практика. Как всегда, будет 9 станций. Сразу могу сказать, я ничего, ни одного практического задания не знаю, потому что все покрыто тайной. Сказали, придет все это только 22 числа. И поэтому не могу никому ничем помочь. И поэтому не надо мне ни писать, ни звонить. Я все равно не смогу, девочки, мальчики, вам ответить. А вот с удовольствием с вами встречусь на Химвилле. Если нет никаких вопросов, то мы с вами прощаемся. Всего вам доброго, с прошедшими вас праздниками. Тут еще один праздник будет, крещение. Всем здоровья, всем удачи и всех ждем на Олимпиаду. Победителей, призеров на Олимпиаду. Спасибо за внимание, всего вам доброго. Все, да?